Джордж Вашингтон, государственный деятель, первый всенародно избранный президент и один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, главнокомандующий континентальной армией в борьбе с Англией, был по профессии землемер. Искусство межевания было необходимо ему для того, чтобы заниматься любимым делом – ухаживать за своей землей, поместьем Маунт-Вернон на реке Потомак. Именно в усадьбу Маунт-Вернон Вашингтон направился, когда отошел от дел в 1797 году. В родовом поместье своей семьи Джордж Вашингтон провел последние 2 года своей жизни. По свидетельствам современников и по его письмам, это были самые счастливые годы. Вот здесь, на этой террасе, он прохаживался взад-вперед и думал о судьбе своей страны. Здесь, в реке Потомак, он купался и на лодочке катался по ней со своей женой Мартой. Вашингтон писал: «Во всей Северной Америке нет поместья лучше расположенного. Имение лежит в высокой, сухой и здоровой стране, в 300 милях от моря, и орошается одною из прекраснейших рек в мире». Доказательством того, как сильно Вашингтон любил свое родовое гнездо, служат подробные письма, которые он писал своим управляющим, находясь на войне. В них были инструкции по всем вопросам, начиная от способов удобрения и заканчивая кормом для животных, которых в поместье было немало. Среди них экзотические животные-гастролеры, которых хозяин Маунт-Вернон очень любил и часто просил привезти сюда для увеселения жены и детей. В память об этом увлечении Вашингтона сегодня в Маунт-Вернон музее-усадьбе часто гостит Аладдин, ручной домашний верблюд, дружелюбием и манерой поведения, напоминающий собаку. Здесь и сегодня есть все, что нужно для счастливой жизни землевладельца, от кузницы до виска-курильни. Земледелие всегда было любимым моим занятием. И я все более и более привязываюсь к земледельческим делам. Я думаю, что неиспорченному человеку несравненно приятнее совершенствовать свое полевое хозяйство, чем вся та пустая слава, какую можно приобрести опустошением земли, хотя бы одерживая непрерывные победы. Вашингтона часто сравнивают с древнеримским патрицием Цинциннатом, который был известен своей скромностью и стремлением к тихой жизни. Впрочем, тихой жизнь Вашингтона можно назвать вряд ли. Здесь постоянно гостило множество людей, как знакомых четы Вашингтон, так и просто приехавших в Маунт-Вернон выразить свое почтение отцу нации. Посетителей здесь хоть отбавляй и сегодня. Мы проехали более 2000 километров, чтобы попасть сюда. Мы из штата Милуоки. Судя по тому, как он отзывался о своем поместье, Вашингтон был счастлив здесь. Полагаю, что теперь я надолго и прочно засел здесь вместе с приятной спутницей моей жизни. И надеюсь найти больше счастья в этом уединении, нежели находил когда-либо среди суетного света. А по вечерам он любил читать вслух своей семье, жене и детям. У них не было общих детей. У Марты Вашингтон было 2 детей от первого брака, а в зрелом возрасте они помогли вырастить 2 ее внуков. Маунт-Вернон был полон детей. Джордж Вашингтон умер в возрасте 67 лет в ночь на 15 декабря 1799 года. Обелиск, воздвигнутый в честь Джорджа Вашингтона, это мощная заостренная кверху колонна. Таким и сам отец нации вошел в учебники, монументальная фигура, навсегда изменившая ход истории нового государства. Однако, гуляя по Маунт-Вернон, легко можно представить себе Джорджа Вашингтона, обходящего усадьбу, слушающего игру на флейте в саду или лодку, уносящую его с Мартой по реке. Маша Мортон, Светлана Прудовская, Михаил Майсурадзе. В настоящее время Америка. Вашингтон.